Христа и Его Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будет с вами усими. И с Духом Твоим. Нехай буде благословлений Бог Отец и единородный Сын Божий, а так само Дух Святый, бо одарил нас своею милосердностью. Подчас этой святой мши молюся за Андрея, общителя Духа Святого на час экзамену, а так само поступления, так само просячи ласки, здоровья и Божьего благословения. У молитве верных памятаем про еще одного Андрея с нагоды дня народжения, отдаючи под опеку Матери Божией и просячи опеки и благословения Божьего. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую охрану. Споведаемся Богу всемогутному, И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усих анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Свет
прими моление наше, яки святишь, проворушайся, смилуйся над нами. Вот только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Божа ласкавый Ojcze, Ty послал на свет Своего Сына Слова правды и Духа свячения, как открыть людям Твою дивосную таемницу. Учеников мы, воздающиеся правдную веру, спознали вечную хвалу Троицы и отдавали пожалу одинородному всемогущему Богу. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей, владарь приемности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Amen. Читание книги Заходу в те дни. Моисей, уставший с самой раницы, взошел на гору Синай, как загадал ему Пан, и взял у руки свои две каменные таблицы. И сошел Пан в облаку, и стал там поблизу его. И он обвестил имя Пана. И пройшов Пан перед им и воскликнул: Пан, Пан Бог милосердный и литостивый, довготерпливый и шматмилостивый и правдивый. Моисей одразу упал на землю и поклонился Богу и сказал: коли знайшов уподобання у очах Твоїх, Пане, то нехай пройде Пан серед нас, бо народ гетий твердо лукавий. Даруй беззаконні наші і грехи наші, і зроби нас спадщиною Твоєю. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Имя Твое, Пане, хвалит Ты возвеличенное навеки. Имя Твое, Пане, хвалит Ты возвеличенное навеки.
святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, радуйтесь, будьте досконалыми, сутешайтесь, будьте однодумцами, живите в спокое, и Бог любови и миру будет с вами. Вітайте один одного святым поцелуйками. Вітають вас усі святині. Ласка Пана Ісуса Христа і любов Бога і єдність Духа Святого з усіми вами. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, Богу, який єсть, який був і який приходить. Алілуя, алілуя, алілуя. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. Хвала Тобі. Bo tak полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего Единородного, как каждый, кто верит в Его, не загинул, а имел житие вечное. Бо не послал Бог Сына Своего в свет, как судил свет, але как свет был избавлен от Его. Кто верит в Его, не будет осужденный, а кто не верит, то и уже осужденный, тому, что не поверил в имя Одинородного Сына Божьего. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Костел у урочистости и не только, как завсёды ставить нам поважное слово, сегодня мы чуем фрагмент размовы Иисуса с Никодемом и апошний сказ, другая полова апошнего сказа. А кто не верит, той уже осужденный, тому, что не поверил в имя Одинородного Сына Божьего. Это прострого до тых, кто чул про христианство, чул про Христа, а так далеко его обходит. И он уже осужден. Иисус Христос говорит, сам себе посудил такой человек, утекая от воли Божьей. Сегодня мы в костеле святкуем Бога Тринитарного. Так теологично можно было сказать, в трех особах Отца, Сына и Духа Святого. Чи я вам буду про його тлумачити? Я сам не розумію. 6 років науки, як вам витлумачить Бога у трьох особах. Є різні трактати, різні поеми, написані теологами на конт Троїці Святої, але і час тих, що писали, правдоподобно самі не ведуть, що написали. І можу сказати, що може не одна старшая женщина, яка працює в огороді, більше розуміє, чим є Троїця Святая, чим такі трактати, які тут представлені. І зараз попробую вам це довести. Коли над гэтым умовою, чим є Троїця Святая, як я зрозуміти, ламав голову святий Августин, вже вам про це колись розповідав, але людей цих він повторяє, тому що не засталося в голові. Так у певному моменті, уже місяць, год, уже никаких годов сидел, не мог зрозуміти Троїця Святої. Уже в этом замучении умысловым постановил, что пойдет на прогулку, собрался и шел так берегом мора и раздумывал, что Троица Святая. И напоткал хлопчика. Этот хлопчик маленький выкопал ямку, ведерком своим с мора черпал воду и заливал в эту ямку. Подошел Августин, остановился на неких хвилин, бачит, глядит, а этот хлопчик все худшее и худшее эту воду, как худшее заполнить эту ямку. А она все вытекает, вытекает. Ты подошел, Августин, до хлопчика, говорит, а что ты робишь? Я опять, ты не бачишь, я сюда мора переливаю в эту свою ямку. Августин говорит, это немагчыма. Некоторые говорят, что хлопчик поднял голову, поглядел на него и сказал, а ты хочешь Троицу Святую зрозуміти? Это немагчыма.
Каментаторы нават каментуюць гэты ўрывак, гэтае здарэнне. І пішуць так, што хлопчык па якойсьці хвіліне ізноў падняў голову на Аўгусціна і сказаў: ведаеш што? Хіба сапраўды я гэтае мора у гэтую ямку не пералью. Але можам зрабіць штосьці добрае. Можам паплаваць у гэтым моры. Моцнае слово, браты і сёстры, нам не трэба разумець Тройцы Святой. Яна нам даць, каб мы ў ёй плавалі, каб мы атрымалі ласку па ласцы, пра якой напіша святы Павел. І гэта ўсё цалкам задарма. Бог жа за яе праліў кроў Ісус Христос. Для нас. Толькі ад нас залежыць, ці мы будзем хацець адчыніць нашае сэрца, каб атрымаць. Каб мы не пробовали, бо сёння чалавек пробуе сабе ўсё вытлумачыць. І не шукаючы, не знаходзячы адказу, адварачваецца ад Бога, ад касцёла, ад якіхсьці ценнасцяў маральных і так далей, бо не можа зразумець, як гэта так. Можна было бы тлумачыць сёння таксама толькі тэалагічна, што ёсць Тройца Святая, бо таксама паўгода ў семінарыі трэба вывучыцца аб Тройцы Святой. Але што толку, як я вам этого не перадам? И вы так не зразумеете. В таком анекдоте, как я не был подобным до того человека. Один человек висит над пропастью и держится двумя пальцами. Уже последний сил, уже срываются две пальцы. Опыт проходит человек, поглядел. О, а ты тут над пропастью висишь? И двумя пальцами держишься? О, соскальзывают твои пальчики. Ты поднял голову, поглядел. А ты хіба свята? Да, а ты тут куда поднял? Вот ты говоришь речі, що є царі, яких думаєш, не будемо не дивитися. І як часами так це в нашому житті. Але однако есть хтось, хто пригоже описує некоторые приклади подає относно Троицы Святой, і я їм послужуся. Ян Дунс Шкор. Написав трактат о Троице Святой так само. В семинарии треба было читать. Описывая капитальное поравнание. Поравновывая Бога и говорит, что Бог есть любовь. Чему Бог не один, алло? Тому что Бог повинен, если Бог есть любовь, то эту любовь кому-то повинен передавать, кому-то повинен любить. Выводишься из этого момента из Святого Писания, что Бог створил свет и человечность, czyli Бог існаваў спрадвеку, ён быў заўсёды. Нема такой функции, как Бога не было на свете. И он постоянно был, есть и будзе. Выводячи из этой функции, что еще не было людей, а Бог есть любовь постоянно, неизменная, такая самая, то он повинен был иметь другую особу, якую любил. Не можно любить самого себе, можно эту любовь переливать на кого-то другого. Когда мы кого-то кахаем, то мы ему все готовы отдать. Не ухилить. Найлепшая речь зараз, как только показать, что мы его кахаем. Это приклад такий, наш светский, как это зразуметь. Але, это еще не полнота любови, пише Ян Шкор. Чому? Бо полнота любови проявляется тады, коли двоих, и эта любовь узмацняется, любят кого-то тяжко. Это приклад такі, якби батьки, які, може, навіть у клубні, може, навіть помоїться на розводах, і у них захворіло дитя. Так поважно, що амаль не влічають. Та їх любов до этого дитяти починає самих ядати. Бо Бог є любов. Эта любовь не может быть пустая просто для себя, для любові. Ідучи далі, коли мужчина і жінка, які творять сім'ю, сакраментальні, їхнє суженство, коли працюють разі креску, не буде эта креска накерована на Пана Бога. Это не любовь. Бо Бог есть любовь. Эта креска постоянная, czyli коли мужик кахає больше Бога, чем жонку, коли жонка кахає больше Бога, чем мужика, а на втором месте мужика и жонка ускупається. Тоді это правильное суженство. Але треба зауважити не у кривий сенсі. Бо коли хтось, наприклад, маючи жонку або мужа,
кахае больш Бога і толькі ў ім пакладае надзею і не памятае пра мужа, а гэта ўжо не тое. Гэта ён кахае Бога, тому што хоча кахаць самого сябе і толькі сваю любоў шукаць. Не Божую. Тут не любоў, накіраваная на трэцюю асобу. І дзякуючы такому тлумачэнню можна трошкі сабе гэтага мора, якое там не хоча пераліваў, уліць у голову, а Тройцы Святой, каб зразумець, кім ёсць Бог, што ён ёсць у Тройцы адзіны, ён павінен кагосьці кахаць, а не толькі сам, але не ўпрывалі. Бог і Сын кахаюць Духа, Бог і Дух кахаюць Сына, Сын і Дух кахаюць Бога Отца. І гэта ёсць паўната любові, іначай яна існаваць не будзе. І таму нам варта задумацца над гэтым, што нам сёння Касцёл прапануе, каб мы прыпомнілі нашу сапраўдную любоў, але ідучы з гэтага далей, бо яшчэ павінен быць якісьці сэнс гэтага. Бо мала самого таго тлумачэння, калі я кагосьці ненавіжу, або хтосьці залез не так пад скуру, што я яго ненавіжу, і могу яму прабачыць. Я павінен яго кахаць. Чаму? Бо яго кахае Бог, а я і Бог гэта любоў. І я не буду кахаць такой самой любов'ю, але я павінен пакахаць, таму што яго кахае Бог такого чалавека. Неважна, што ён учыніў. Неважна. І не трэба сабе тлумачыць гэта. Таму што Бог ёсць сапраўдная любоў. На гэтым можна было застацца ёсць прыгожая песня. Бог ёсць любоў. Канон повторяецца пастаянна. І толькі каб нам прыпомніць. З гэтага выходзіць, што калі я кагосьці ненавіжу, то прашу Пана Бога, каб ён мяне навучыў кахаць гэтага чалавека. А гэтым самым яму прабачыць можа. Не цалкам. Которые бы сказали, осадочек останется, но все равно. Просим, как и мы в нашем житии могли поверить в одинородного Сына, який ласка Пана нашего Иисуса Христа, и любовь Бога, и едность Духа Святого змущили вами. Сегодня Павел пишет в послании к Коринфянам, те самые слова, які так само уживали подчас іншої на початок з привітання. Привітання дає Пан з вами, уживали це слово із Духом, а їм відказується. Чому? Бо з любов Бога і єдністю Духу Святим. Бо Бог єсть любов. Амінь. Господина Бога, за всього Збавителя неба і землі, Зайця народженого віри всі вірами, Бога такого, святого святла, Бога справдного, Бога справдного, народженого і нескореного, одиносудного Отцу, раз якого усе сталося, Ён для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уцеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и пост для отпущения грехов, и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Бога, одиного у Троицы, милосердного и достивого, терпливого и щедрого на ласку, просим за всех людей на земле, за всех христианов, каб их життя було правдивим, адлюстрованием той субольности любові, якая есть у Богу. Це просим. Выслухай нас, Пане. За презбитеров, как Божие
слово, якое не вещает, открывало людские сердце на принятие правды, Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За християнов, які ще не прийняли Єсуса, как яны дозволили Богу увойти у свое життя и сами наполнились Его спокоем, Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Андрея, обследование Духа Святого на час экзаменов и на час поступления, так само Божьего благословения Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Так само пам'ятаємо за Андрея з нагоди дня народження, просячи опіки на святейшей Панны Марии, Божьего благословения, здоровья, души и тела, Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников в этой святой мши, как удел в святых таямницах, переменил наше житие и умацовывал нас у веры, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, один у Троицы, Ты оказываешь нам свою любовь, выслушай наши молитвы и учини, как наше житие сходжалося с признаваной верой, как Христа нашего. Аминь. Номер 21. Może wydaje serca, daję zobaczyć Ciebie, ja Ciebie kocham. Ja Ciebie kocham. Może wydaje serca, daję zobaczyć Ciebie, ja Ciebie kocham. Ja Ciebie kocham. I sławą Boga czuję, могутность любовью просвети, и отдаст нам духа силу и мощь, святой, святый, 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 я Тебя прошу. Молитесь, как мою и вашу ясную принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, мы свергдаемся до Тебе и покорно просим, освети наши дары и разгретые огня, учини нас самих для Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашего. Аминь. А с вами И с Духом Твоим укору сердце. узносим имя Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Справды, годно это и справедливо, слушно и избавленно, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойча, всемогутный вечный Божа, Ты за единородным Твоим Сыном и Духом Святым один Бог и один Пан. Не про задейство особы, але про задейство сутности особо Тройцы. То уж что мы, дякуючи Твоему открытию, верим и обчим Твоей славе, без одрознения вызнаем так само Твоим Сыне и об Духу Святым. Таким чином вызнаючи равное и вечное Богослов, мы ушановуем три Божия особы у одной сутности и ровной величи. Этую величь прославляют все анёлы и архангелы, херувимы
один голос ускрикаючи. Святий, 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 а Богу всемогутний, небо и земля, полная хвалы Твоей. Осанна на вышинях, осанна на вышинях, осанна на вышинях. Благословенный кто идет в имя Пана. Благословенный кто идет в имя Пана. Осанна на вышинях, осанна на вышинях, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти эти дары росой Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczery udział kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzcie i pijcie z jego все, bo это есть kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Wyznający śmierć i zmiotlych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, как костел Твой рассеян по всем свете, удосконаля его любовь разом с Папом нашим Львом, Biskupом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули в надеи на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей пришел с этого свету, и дозволим убачить светло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел в житии вечном, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее братником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным святым Братиславом Маркевичем и усими святыми, якие с веку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Божа Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, prazu Ciebie i wieczny ja. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе,
имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого złoga. Daj łaskawa upokoju dni наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и приидет Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моc и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostołom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierу Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Supokoj Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який отпускаєш гріхи, змилуйся над нами, о, змилуйся. Баранку Божий, який отпускаєш гріхи, змилуйся над нами, о, змилуйся. Баранку Божий, який отпускаєш гріхи, дай нам супокой, о, дай нам супокой. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечеру я будую. Пане, не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Вывод 178. Сердца
Номер 258. Молимся.
Пане наш Боже, сакрамент, який ми прийняли, вірувати на Бога у святой і неподдельной Троицы, нехай принесуть нам збавлення душі і тіла праз Христа Пана нашого. Аминь. Об'яви. 3 червня у середу успомін святого Кляра у Англії, опричника і мучеників. 5 у п'ятницю успомін святого Бонифація, біскупа і мученика. 4 червня, это четверг, в этот четверг переживаем урочистость Найсвятейшего тела и крови Христа. Святые имши отбудутся Троице у 8, у 15 и у 19. После святой имши у 19, коли дозволится надворье процессия Божьего тела у нас у парафии. Каждый має обов'язок в этот день удельничать у святой имши и повспряматься от виконання необов'язкової праці. Czyli u четверг у 8, у 15 и у 19 на выбор. От 4 червня по 11 будем тривати в октаві урочистості Божого тіла після святих імшов буде набожества і процесія. 7 червня, это наступная неделя, отбудется процессия Божьего тела улицами города Минска. Спочаток у 9 на Золотой Горце. З этой нагоды в общих парафиях Минска и Минского региону святых имшов до обеда нема. Так само и у нас не буде имши у 9, у 10:30 и у 12. Первая святая имша отбудется в нашей парафии у 15, а апошняя у 19. Это для тех, кто не сможет быть за охотшую, как мы разом встретились и прошли, прославляючи Пана на святейшем сакраменте, праз город Минск. От недели 7 червня и праз весь период летний, червень-липецкий день, святой имши дитячей о 12 године у нашей парафии нема. 6 червня у Буцлаві відбудеться День дитяті. Кожний день в нашій каплиці триває адорація Пана Єсуса у найсвятейшем сакраменті. Дякуємо за ахвірование на будову, за супольную индивидуальную молитву, за спеву правой литургичной проверяния каплицы, тем, кто дежурил. Дякую господару Александру Куличу за кошение территории вокруг каплицы и так само пляцу будовы. Помолимся за тих, хто цим тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає на народження дітей, за Андрея з нагоди дня народження, так само за молодь, яка здає екзамени, а в світлі Духа Святого, а в доброму виборі дороги своїм покликанням. За добродіїв передавців, за усіх дітей, які розпочинають свої канікули, о Божьем благословении, беспечном благословении, беспечных каникулах, а так само пам'ятаємо, как познаючи и отпочиваючи на природе, могли прославлять Пана Бога за то и добро, якое учинил. Молимся за хверодавцев нашей парафии, об новых будовництвах, об новых хверодавцев добродеях, будовництва санктуария, и за кожного з нас доручаючи под опеку Опецы Мати Божией, Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от всякой злой природы выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что приходите. Примите Божие благословение, молитесь, через его пришивка солнце пробуешь. Уже жарче. Раньше мало людей было, мало солнца было теперь. Уже жара, можно будет зараз на хвилину пустить загорать. Дякую, за Пана Богу. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогущий, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаил. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана
і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Номер 128. Ты только Бога, Ты Божья вечность, а на часами не рядом с ним. Ты был смиренный, Ты Бог совечный, бесконечная ласка, живая любовь. Славный, славный Пан Бог могутный, Ты огня разоси, слава Бог, любовь поклонение имени Твоей. Славный, славный Пан Бог могутный, Ты огня разоси, слава Бог, любовь поклонение имени Твоей. Ты проверяешь, Ты оживляешь, Иисус назвался, правда и мощь, имя любви, вечно прославлен, и все народы, я Твою. Славный, славный Пан Бог могутный, Ты огня разоси, слава Бог, любовь поклонение имени Твоей. Славный, славный Пан Бог могутный, Ты огня разоси, слава Бог, любовь поклонение имени Твоей. Имени Твоей. Нехай буде похвалений Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похваленный Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.